Там же полностью идет строительство. Мы специально туда подъезжаем и смотрим. Оно коснется моих детей, нашего будущего поколения, внуков. Давайте напишем митинга на площади Ленина, против незаконного строительства. Мы не готовы жертвовать здоровьем детей и на них проверять, а полезно это или все-таки опасно. Я лично, то есть, участвую в этом проекте, то есть я подбираю оборудование, я знаю, что это такое. И я знаю, что вообще никаких, то есть превышений предельно допустимых концентраций, норм, нарушений законодательства Республики Беларусь, не может быть вообще. Мы категорически против, чтобы там, как бы власти не поступали, значит, руководство iPower, мы категорически против этого строительства и приложим все усилия, потому что люди настроены категорично. Вот площадка для строительства выбрана, преступно, будем так говорить. Все ведь понимают, вот здесь вот кругом, значит, сады, поля, Муховец, все водозабора Бреста. Это просто, никто не может понять. Но когда встанет вопрос ребром, значит, люди готовы на радикальные действия. «37 тысяч человек, которые подписались под этим обращением. Это беспрецедентное число для Бреста. В Бресте таких случаев, чтобы такое количество под подобными обращениями или другими какими-то обращениями не было. Это очень много, фактически большинство города против строительства этого завода. Я сам просматривал лично на Ютубе, как собирались эти подписи. И меня вызывает дикое сомнение, что из 37 человек, которые там подписали, 37 тысяч человек, которые там подписались, если бы предоставили правильную, корректную информацию изначально, я не думаю, что было бы там больше 100 человек, которые категорически против и не слушают никаких доводов вообще. Проинформировать 3000 людей через газету, когда существуют каналы коммуникации, которыми жители пользуются, это интернет, да, это действительно вовлечь жителей, узнать их мнение, на наш взгляд, так должно проходить. И это является, то есть по закону, а не просто для отмашки там где-то напубликовать, напечатать колоночкой в газете, которую практически, может, никто и в руках не держал. Это все как-то началось перед Новым годом. И за 2 месяца столько фактов, столько всего. То есть все основания, мне кажется, есть. Это уже как там примет решение суд, потому что я думаю, что сейчас все-таки финальное слово, то есть за этой процедурой, насколько она будет проходить.